прекрасного скрипача, первого профессионального скрипача-казаха, музыковеда, замечательного музыканта, новатора, педагога, который многие годы проработал в стенах этой школы, много лет проработал в Алматинской государственной консерватории имени Курмангазы. Именно поэтому Республиканская средняя специализированная школа для одаренных детей имени Кляш Басиитовой и Казахская национальная консерватория имени Курмангазы проводят этот вечер при поддержке наших фонда Орлеу Айткеша Толганбаева и компании Арт Форум Казахстан. У каждого в жизни свое начало. Есть начало и у человека, которому мы посвящаем этот концерт. Айткеш Толганбаев родился под звездным небом в селе Караул Семиланской области, на родине великого Абая, великого Шакарима, продолжателем их дела просвещения казахского народа стал и Айткеш Толганбаев. Ранняя любовь к музыке объяснялась просто. В роду Айткеша все были музыкально одаренные. Отец Айткеша Толганбаев прекрасно играл на домбре, а мать Бибисара Аткельбаева имела восхитительный тембр, лирическая сопрано. К 10 годам мальчик свободно играл на всех музыкальных инструментах, которые были для него доступны в казахском ауле: мандолине, домбре, сабазбен, баяне. И, видя одаренность ребенка, его старший брат Балтакай купил ему скрипку, а так как вы знаете, что основным источником информации 100 лет назад был не интернет, не ТикТок, а радио, то именно по радио Айткеш услышал прекрасные звуки скрипки, концерты Чайковского в исполнении выдающегося скрипача Мирона Полякина. И это стало его мечтой. Старший брат купил ему скрипку, он самостоятельно в 10 лет освоил инструмент, подбирал на слух любые мелодии. И когда в Семипалатинске проводился областной конкурс юных дарований, он, не зная ни одной ноты, не владея нотной грамотой, занял первое место. Председателем на этом конкурсе был Латиф Хамиди, который, увидев одаренность мальчика, сказал: тебе надо продолжить обучение в Алма-Ате, и предложил поехать ему в Алматинский музыкально-хоровой техникум, которым заведовал в то время Ахмед Куаныч Жубанов. Я думаю, имена Хамиди и Жубанова многим из вас известны. Именно они стояли у истоков казахского музыкального искусства, можно сказать, профессионального. И в 1936 году Айткеш приезжает в Алма-Ату, идет в училище, и где ему говорят: возраст у вас не тот. Но авантюрная жилка у Айткеша была всегда. Он приписал себе 2 года. Тем более вы знаете, что в то время возраст определялся на глаз. Он сказал, что ему уже не 12, а 14 лет. И он поступил в музыкально-хоровой техникум на отделение скрипки. И здесь трагическая или счастливая случайность, трагическая для его педагога, но счастливая для всего казахстанского скрипичного искусства, его педагогом стал профессор Петербургской консерватории, ученик Леопольда Ауэра, Иосиф Антонович Лесман, который был выслан в Казахстан после убийства Кирова, и где ему, к счастью для всех нас, разрешили работать по специальности. Он набрал класс. В этом классе в сентябре было 22 человека, к концу года осталось 2. Был такой вот очень большой отсев, люди не выдерживали напряжения.
требований, которые предъявлял им петербургский профессор. Но среди этих двух был и Айткеш Толганбаев. Лесман, видите, прочил ему большое будущее. Он говорил, что этот ребенок — это будущий казахский Паганини. И он не ошибся. Имя Айткеша Толганбаева известно по всей республике и далеко за ее пределами. Позвольте в начале нашего вечера предоставить слово директору школы имени Кляш Басиитовой Абдрашеву Бахтияру Тургеновичу. Добрый вечер, уважаемые гости, наши преподаватели, родители, ученики. Сегодня для школы знаменательный день, день проведения такого мероприятия. Более еще знаменательным тем, что сегодня состоялось открытие стендов, посвященных Айткешу Толганбаеву, и где увековечена его память, как и в фотографиях, так и информация о нем. Я не ошибусь, если скажу, что это наша миссия, просветительская деятельность. Благодаря таким людям, которые работали здесь, благодаря, как сейчас сказали, и тем, кто стоял у истоков, мы имеем большое наследие. Нам есть чем гордиться, нам есть кем гордиться. А все, кто сейчас находится в зале, я имею в виду учеников, это наше будущее. И для нас очень важно, чтобы наше будущее знало наше прошлое. Без прошлого нет будущего. У каждого своя судьба. Но у каждого, я думаю, есть цель, к которой он должен идти и стремиться. Я очень внимательно и с упоением прочитал книгу, которую написала, издана была про Айткеша Толганбаева. Вы знаете, трудная, тяжелая судьба. И я думаю, старшее поколение прекрасно понимает, а младшему это они не знают. Не дай бог, чтобы встретились с этим. Вы помните, да, что это Великая Отечественная война. Сколько судеб, да, сколько изменила она. Все надежды, многие рухнули. Но людям удалось не только выжить, людям удалось сохранить свою мечту и достигнуть тех целей, которые хотели. При этом ощущая на себе трудности жизни. Я думаю, что таким людям надо памятник ставить. И сегодня мы очень гордимся тем, что Айткеш Толганбаев работал у нас в школе, что он воспитывал то поколение, которое сейчас продолжает его дело. У нас очень много достойных учителей, которым мы сейчас проводим вечера памяти. Это дань ученика учителю, это дань поколению старшему поколению, младшему поколению, старшему поколению. Это необходимо для наших, как я уже сказал, детей, для нашего будущего. Я искренне благодарен всем тем, кто пришел сегодня на это мероприятие, чтобы разделить с нами эту радость. Уже 100 лет как прошло, 100 лет это большая дата. Нашей школе 75 лет в этом году, а 100 лет как родился Айткеш Толганбаев. Я хочу пожелать всем крепкого здоровья, благополучия, детям, находящимся здесь. Хочу пожелать упорства, достижения своих целей и никогда не сдаваться. Знаете, вы звездочка, у вас у каждого своя звезда наверху, которая вас зовет. И всегда надо идти прямым, честным путем для достижения своих целей. Спасибо большое. Я хорошего вечера. Извините, я также хотел поблагодарить, извините, я забыл, я хотел поблагодарить Саулет Айткешевну за, знаете, это достойное уважение, это преданность и память своему отцу. Это дорогой Саулет Айткешевна, пожалуйста, что вы видите. Саулет Айткешевна является выпускницей нашей школы. Вот. Она была моим учителем. Она мне преподавала. Представляете, да, сколько здесь поколений? Здесь у нас и дети растут, и наши родители работали. И для нас это очень и почетно, и свято. Спасибо большое, Саулет Айткешевна. Сейчас она является директором фонда, она поддерживает нашу школу.
Сейчас позвольте вам представить ролик, снятый много лет назад и посвященный нашему юбиляру Айткешу Толганбаеву. А что со звуком? Редкий характер. Он никогда не терял чувство юмора, оптимизма, веселости, общительности. Другой на него мне дает вместе давно уже раскис, сникся, сдался, а он все борется и борется. Айткеш какие имена? Как Илья Скорцов, Харисовский, говорил голос, говорил о том, что это необыкновенное умение продолжаем с первичной школы, растительной первичной школы. И вот занимается потому что он постоянно выступал. Выступал постоянно и грозилось, конечно, браться за инструмент. Но однажды, вы знаете, когда вот настроение, вдохновение как приходит, и начинает, такое оживление начинается. Люди, понимаете, аргументы боевой единицы, о которой завода брала на себя, брали на себя солдаты. Это и тащи, и не неси, и... Естественно, конечно, вместе с батальоном попадает. Он первый год Павлова, Антона, вот эти города, где находился между прочим, недавно немецкая газета, как называется? Ему предъявляет обвинение как английского шпиона и осуждает он их ненавидит, что я стою выше вас и нравственно, морально, духовно. Вы ничто против меня. Так говорил, будучи, понимаете, невольным человеком, заявлять так, это надо иметь, конечно, смелость. Короче говоря, и когда бы не спросил, как дела, как самочувствие, всегда говорит, вот, Удайский. У него это единственное, самое постоянное выражение, ни на что не жалуется. Он не нуждается ни в квартире, ни в машине, ни в никаких там благах и так далее, не нуждается. И вот в последнее время, когда он уже окончил консерваторию, а между прочим, когда он окончил консерваторию, после ведь таких мук, он оканчивает консерваторию с концертом Чайковского, с симфоническим оркестром под руководством Фуата Мансурова в этом оперном театре тогда писали первый казахский профессиональный скрипач. Об этом писала, ряд газет. Автором является, заслуженный артист республики Иосиф Венедиктович Коган, его коллега. Об этом писал Тастанов, профессор нашей консерватории. Об этом писали другие товарищи. И в общем, это он чувствует. И вот когда его пригласили на работу в консерваторию в 70-м году, интересный момент, не без помощи Ахмеда проворонили, что пропустили его доцентуру, могли бы и приостановить. И об этом еще, чтобы благодарность вспоминает
И что еще хочется сказать? Оркестр Долгановича преследовали до 1990 года. Ему, конечно, надоело, тем более он перенес обратиться с письмом или заявлением президенту, бывшему президенту Советского Союза Михаилу Горбачеву, чтобы он дал... Құдайскиден бастап сосын сұрақтар болса, сұрақтар болды. Алкеш Толгонбаевич, прошло еще более 20 лет. И это действительно, вот, как говорил Руслан Анатольевич, большим грузом всегда на нем был. Это был тяжелый. И действительно, только в 90-м году уже вот с тем, как нам пришли новые времена, совершенно другой взгляд на это дело, Алкеш Толгонбаевич был 100% реабилитирован. В данном случае это уже реабилитирован. Я хотел вот если вот этот момент, вот эти вот этот месяц, я хочу своих современников соотечественных, что Академию Жуа, Брюсселов, Тарстан, Рушнай, Верно, Йозеф Фома, Демофон, Хейс. Ну, не Владимир, Беседова, Смоленского, Арабии, которых среди нас нет, которые они все стали меня, таким, как всех рассказывают устами. Пусть Бог простит, кого еще нет. Я в такой момент понимаю, я могу назвать всех.
Меня особенно больно задело, как один сказал, что мы прошли всю войну, мы защищали музыкантов, душа поэта, что он настолько любит жизнь, что он как-то отошел от этого, потому что играли там, хорошо, все спокойно. И играл на скрипке, такие годы. И тем более, что это, что-то как профессионал говорят, может, я не помню. Но вот это его душа поэтическая, добрая, возвышенная, святая его душа, через музыку он передал все свое состояние, всю свою любовь к жизни, людям, желание добра людям. И все было в Господне Евгения. И я впервые слушала писал спокойно, что вот человек, который прожил, терпел, испытал на себе вот все эти муки, как это такое, что я иногда думаю, как интересно, кто из них вышел? Да, ну, я, наверное, такие. Поэтому нужно позволить себе раздумья, слушания, поэтому я тоже мы видели вас, Наш концерт откроет юный скрипач-виртуоз, неоднократный лауреат международных конкурсов Арсен Садвакасов, класс преподавателя Руслана Кармысова. Он исполнит сонату Джузеппе Тортини «Покинутая Дидона», партия фортепиано Альбина Киль.
После окончания Алматинского училища юный Эткеш добровольцем уходит на фронт, и летом 1942 года он попадает на Северный Кавказ под город Моздок, где в результате этих военных событий его контузит, он получает ранение в ногу и попадает в плен. Ему повезло, он не погиб на поле боя, он не погиб в лагере, он выжил, и ему еще больше повезло, что всегда была с ним его скрипка. Комендант лагеря, немецкий лейтенант, любил музыку, и он сказал, что надо создать оркестр из заключенных этого лагеря. Провели отбор, естественно, Эткеш попал в этот оркестр, и лейтенант, услышав его игру, очень удивился, как недочеловек, по его мнению, может так хорошо играть на инструменте, прекрасно знает немецкую музыку, а Эткеш играл произведения Бетховена, Баха, Брамса, и он ему обеспечил более легкую жизнь. Он ездил по лагерям, выступал с концертами, выступал для жителей немецких городов. Попал он в состав новообразованного Туркестанского легиона, и как в роту пропаганды, и с этим ансамблем он объездил всю оккупированную Европу. Его слышали Австрия, Германия, Польша. Но, конечно, он всегда был заключенный, и в какой-то момент было принято решение все-таки их расстрелять. Но тут им повезло. Поезд, которым их везли в следующий лагерь, попал под бомбежку, им удалось бежать, и он попал в ряды французских партизан, участвовал в рядах сопротивления во Франции, и когда союзники, англо-американские союзники вошли в Париж, он явился в их организацию и сказал, что я советский военнопленный, воевал, и прошу меня передать советской стороне. Его позвали в 1945 году работать в итальянской миссии в Риме, в советской миссии в Риме, где он проработал 2 месяца, и тут вышло постановление советского правительства о том, что люди, попавшие в плен, не бойтесь, возвращайтесь на родину, Родина вас помнит, мы ждем вас. Как он сам писал в своей книге, советский комендант ему сказал: не надо тебе ехать на родину, не надо. Оставайся здесь, будешь работать здесь, в нашей советской миссии, но зов сердца, зов Родины. Эткеш возвращается в Казахстан и поступает в новообразованную Алматинскую государственную консерваторию. Он попадает в первый набор этой консерватории и в 1945 году приступает к занятиям. Но проходит всего полгода, он хочет поехать на каникулы в Семипалатинск, и на перроне к нему подходят люди в синих фуражках и арестовывают. Он тут же попадает в лагеря, его обвиняют в шпионаже, в предательстве Родины, сначала Германии, затем, как он сам говорит, Англии и Америки, и получает он 20 лет лагерей. Попадает он в воркутинские лагеря, где опять же его спасает музыка. Как он сам говорит, что когда я зашел в барак, а уголовники уже хотели меня убивать, но увидев, что я скрипку в руках держу, они сказали: ну сыграй что-нибудь. Он играет, это его спасает, и он 10 лет проводит в лагерях. В 1956 году его амнистируют, он возвращается в Алма-Ату и вновь поступает в Алматинскую консерваторию в класс Вениамина Соломоновича Хесса. Параллельно он
поступает в оркестр оперного театра, и в 1958 году он должен был ехать на декаду в Москву. Но, как рассказывают его коллеги, в какой-то момент этих репетиций подошел человек в неприметной одежде, что-то шепнул на ухо дирижеру, а затем и самому Эдкешу. Тот встал, сложил скрипку и ушел. Ну, напомнили опять его военное прошлое, плен, обвинение в предательстве, и сказали, что такой человек не может представлять нашу республику в столице нашей Родины. Но это не помешало в 1961 году Эдкешу блестяще закончить консерваторию. Сбылась его мечта, он исполнил на государственном экзамене концерт Чайковского в сопровождении Государственного симфонического оркестра Казахской ССР под руководством Фуата Мансурова. И в 1961 году появляется статья Иосифа Когана, которая называется «Первая скрипка республики». Эта статья наделала большой шум в то время, но тем не менее, это действительно первый профессиональный скрипач, казах, который сумел закончить консерваторию в нашей стране. И прекрасное отношение Иосифа Венедиктовича к нему и его, к Иосифу Венедиктовичу, сохранились на долгие годы. И сейчас для вас выступит музыкальный внук Иосифа Когана, ученик Республиканской казахской специализированной музыкальной школы-интернат для одаренных детей имени Ахмета Жубанова Сагадат Омаргазин, класс Виктора Бардашова. Партия фортепиано Елена Шалкова, дочь Иосифа Венедиктовича. Они исполнят испанский танец «Дефалья».
Сейчас перед вами выступят Нуржан Джусуп и Ерназар Гемарат. Они исполнят элегию Рахманинова.
Исполнительское мастерство Эдкеша не могло не остаться без внимания, и в 1966 году его пригласили на работу в консерваторию, дали класс, и в консерватории он проработал около 20 лет. Но всегда ему напоминали, что он неполноценный гражданин. Его задерживали продвижение на очередную должность, на очередное звание. Он должен был принять участие в международной концерте на международной выставке в Монреале. Ему не дали выездной визы, посчитав, что он недостоин представлять советский народ в капиталистической Канаде. Звание доцента он получил уже ближе к концу работы в консерватории. Его учеников на отборах, на конкурсы старались под благовидным предлогом не пропустить, дабы лишний раз имя Толганбаева не звучало на республиканском уровне. Но он продолжал любить свой народ, любить свою родину. И как вы слышали в ролике, он о всех людях отзывается только положительно, благодарен всем своим коллегам, которые работали с ним плечом к плечу. И в своей книге «Исповедь судьбы жестокой» он с благодарностью пишет о людях, его поддержавших. Кыргызский поэт Кожогалды Культигин под впечатлением книги Эдкеша Толганбаева «Исповедь судьбы жестокой» написал поэму «Башка, Чабалган, скрипка». И сейчас вы ее услышите, ее для вас прочитают ученики педагога вашей школы Замзагуль Кадырбегеновны Сванкуловой. Басқаша болған скрипка 1992 жылы мамыр айында ресми түрде жазықсыз деп танылған, толық ақталған. 1995 жылы 71 жасында дүние салған Қазақстанның танымал скрипкашысы, Ұлы Отан соғысының ардагері Эдкеш Толганбаевтың тағдырынан жолынан бір үзілсін. Немістің офицері қайран қалды, тапжылмай сиқыр күшке байланды. Көрсетпей басқаға да өзіне де честь беріп көңілімен сайлады. Қазақтың тұтқындағы бір баласы, көгерген қолы басы тұр жарасы, сыңсытып боздатуға скрипканы, заманға сыға тағып мұңдамасы. Күзеші әсерленді қозғалақтап, тербелді жүрегімен сонда мақтап, жыбырлап саусағымен бағайшылы, кергеді сезім бойды қозғап ақтап. Шақтада жан кешті еңбек қауіп қатер, мүлт кетсең ажал сені қауып кетер. Бетховен, Моцарт, Шуберт, Штраусты тірілтті мына тұтқын қауышты әсер. Қарауыл немістерде айран асыр, бір күйді скрипка ойнады асыл. Честь бере жаздап солдат тежеледі, музыка тілеменен сайраласын. Ұмытып майдандағы соғысты бол, көрсетті жарқыратып орысты нұр. Еліңнің киімінің шал, Аберфулер, иеліп өтінді одан болысты бір. Емін жоқ, сәл бөгелдей тұтқын жігіт, бастады елім айды ұшқындырып, тілсіз тіл, музыканы неміс тыңдап, Эдкеш тұрғыр ғажайып іс тыңдырып. Көсіліп шалды дейсің көзінде жас, тыңдасаң болар едің өзіңде бас, оқталып артылмаған ақмылтықтай, есіп төңкерді көзіңде бас. Кеткендей сиқыр жылдар сыртын беріп, кеткендей алай дүлей күн тұныр, өнердің құдіретіне өлім жүрмес. Тұтқынға офицерлер тұтқын болып, тұтқынға офицерлер тұтқын болып. Ет жүрек боз әңгендей боздады бір, етегін сұр заманның қозғады бір, шаңқылдап скрипка зар төгеді, жаңағы офицерін қыздады бір. Еліктің Моцарт үні қатқан мұзды, Шуберт алыстатты аспан қызды, шахтадан азаттық өнер қозды. Фашистер Эдкеш ұлғымаққан қылды. Сүркелі фашизмнің құныққаны, белгілі тіршілікті қырыққаны,
алдында өнердің басын еді, тұтқындағы шықты құдықтағы. Таңлай қағып тарих тұрды, күллі жұрт музыканың танып тұрды. Атақты оркестрде, Италияда, сол қазақский шалып тұрды. Европа елім әнмен тең келеді, бұл әнге қандай емім тең келеді. Сол жылы солтүстікті сол қан салған, қамыш көкіректі кернеді енді. Бәрі бар алды артына Айткештің, айыбын көрсете алмас айтып ешкім. Бірақ сол Еуропадан артық санап, еліне кеткісіге қайтып өскім. Қолғалап қалдыра алмайын деп, қолтаңдап бір жақсылық ұрын күткен. Бұл Айткештің сынды қазақтағы, абайға шан теңіз ілім біткен. Арқалап скрипка ескі болсын, тапты деп Шыңғыстардан ескі қосын. Білгенін шәкерінен жалпаушы, аяндап Алматыға көшті сосын. Сағынып, енін ұрсап, жерін сүйіп, өзенің Алматының желін сүйіп, өнердің бұлмен келді солар. Бұл жаққа кетермін деп жеңіл сүйіп, бұл жаққа кетермін деп жеңіл сүйіп. Әйтеуір толтырардай кемін айдым, әйтеуір түзушідей жерін сайдым. Күні түн топ ішінде сызықты кем, өсіріп мәртебесін елім айдым. Тарылған жүректерге дәрі болды, алаулап көкжиектер таңы болды. Зажылап Чайковский жасын тұрышы, жалғыздың жаппарықтай жары болды. Ел жұртқа су жеткенге арық ойлап, елім ай еске салды тарих ойлап. Егіні көз алдында Айткештің, өсі де қара жерде жарық ойлап. Бағынтып скрипка дұйым жұртты, тыңдасам ұмыт тұрар қиындықты. Ғасырға қызмет етті Штраус, Айман әуезовтен бір күні концерт өтті залда мекен, скрипка қалың топқа зарлап ем, жұмысын жүк кранда қалтыртады, әйнектен көріп тыныш қалған ем. Жайқалдық талбырдағын бейғам шынар, шамтарап шарықтаған мейрам шығар, киінген қара шегрен көрнектерді, байқады сұрқы жаман көрін сұра. Тұтқында тыңшы деген жала жапты, апарып тас түрмеге қамамақшы, немістер зор кешпеген қайран бозда, Күгінге түк көтеріп ала қашты. Екеуміз сөйлемеді ешбір жалған, мүмкін сен құтқарасың мен зардан. Сөйтті де скрипкасын ала келді, бір әуен ойнады тенткен. Келеке қылар жерді тапқанын ай, өзіңше музыка ойнап жатқанын ай. Жұлырбап скрипкасын берді басқа, қылышпен ата жолын жақтанын ай. Шақты кеп қақырланып қара сұрлар, күйретіп сұлулықты ала сұрлар. Ұмтылды сынығына аспабының, секірді жайлап жатқан баласына. Басқа мес, қазақ соқты басқа дәлдер, тынды тез тұрған еді аспан әдей. Шағылған киелі аспан көк тоқтарды, тілі өшті елім айған бастар ез. Еліне кетті тарап елім айым, шарлады шартаратқа шеру айым. Астында егінің Айткештің, тік тұрып тіксінгендей өлі қайым. Айдалды ит жеткенге тыңшақтанып, туғандай қасіретті тұмсатар. Жүрсе де қолымада артағы жұрт, болғаны елім айды тұрсатып. Немістің шахтасынан көре қалып, шығарған шырқау биік өнер алып, орыстың шахтасына түсті міне. Не деген өмірдеші келе қалып, не деген өмірдеші келе қалып. На протяжении всей своей жизни Айткеш не оставлял редакторской и исследовательской работы. Еще будучи студентом, он обрабатывал известные казахские песни и кюи, и в 1972 году сумел издать сборник своих обработок, а спустя 6 лет он написал работу, первую школу игры на скрипке на казахском языке для городских и сельских школ с казахским языком обучения. Этот сборник получил огромное распространение. Я думаю, сейчас практически невозможно найти экземпляры этого сборника. И благодаря переизданию мы с ним знакомы. И сейчас пьесы, обработки Айткеша Толганбаева для вас исполнят ваши коллеги, учащиеся школы Мекляш Байсеитовой. Наспанер.
прозвучит в исполнении Нурдавлета Сейдхана, партия фортепиано Наталья Брынова, класс Алмы Абатовой. Исполнит для вас Шагазби, партия фортепиано Алла Азизханова, класс Куралай Ахметовой.
Куйбы Жога исполнит для вас Туребай Жанель, партия фортепиано Венера Сейтбаталова, класс Джамили Ишкаевой. Обработка Кюрком Глазобал Браун прозвучит в исполнении Хайрельдиновой Жанны, класс Занифы Бельгибаевой, партия фортепиано Ахан Аскар.
исполнит песню «Гайни Жамал». Партия фортепиано Кунербаева 1. Класс Айжан Бекеновой. Казахстан по праву может гордиться многими известными скрипачами, которые завоевали призы на престижных конкурсах во всем мире, которые достойно продолжают свою работу во всех уголках нашей страны и далеко за ее пределами. Но первой скрипкой республики, поистине первым профессиональным скрипачом, остается Айткеш Толгонбаев. И сейчас перед вами выступит один из его последователей, продолжатель его дела, Еркебулан Сапарбаев, который исполнит для вас поэму Мукану Талибаева, партия фортепиано Шолпан Ангарова.
А сейчас я хочу пригласить на сцену самое юное поколение казахстанских скрипачей, продолжателей дела, которому отдал всю свою жизнь Айткеш Толганбаев, ансамбль скрипачей школы имени Кляш Байсиитовой, руководитель Джамиля Ишкаева. Они исполнят песню «Кара Тургай» в обработке Натальи Брановой. Партия фортепиано Серик Абдинуров Айгулек. Партия фортепиано Александра Наумова.
Песню «Карадургай» в обработке Натальи Бруновой исполнит старший ансамбль скрипачей. Встречайте.
заключение нашего концерта я хочу пригласить на сцену дочь маэстро Толганбаева Саулету Эдкешу. Спасибо большое. Такие потрясающие впечатления. Боже мой, скрипичное дело наше цветет, скрипка процветает. Скрипка никуда не девалась, она только еще больше и больше, как говорится, набирает оборотов, и чувствуется, что скоро она сметет все остальные инструменты, какие только есть. Поэтому всем огромное спасибо нашим ребяткам, те, которые, собственно говоря, сегодня были на этой сцене. Нурлану спасибо за то, что он все рассказал о папе. Это такая судьба, конечно, тяжеленная, она просто... знаете, ее очень тяжело рассказать просто в 2-3 словах. Сегодня он как-то уложился в это. Я хочу сказать, что этот день особенный день, 23 февраля. Мы не с креста выбрали этот день. Это был день Советской армии, вы же помните, да, в советское время. И папа всегда отмечал этот день. Мы всегда сидели за столом, всегда играла музыка, всегда приходили люди. Потом он стал День защитником Отечества. Как-то так это все постепенно стало куда-то что-то так растворяться. Но тем не менее, сегодняшний день он остался. Он все равно вот у нас в памяти. И столько делается в школе, столько делается прекрасных мероприятий, которые сейчас проводятся здесь. Вспоминаются все те имена, которые здесь работали, здесь были люди. Мы специально открываем стенды, вот как раз открыли, да, наши стенды, потом вот класс открыли. И там все фотографии, те люди, которые были вместе с папой, это же то время. И всегда очень трепетно и очень так трогательно, когда все вспоминаешь это время. Когда я делаю папе мероприятие, Акелердовеский Алло, это в рамках этого мероприятия, это значит, я делаю, посвящая памяти отцу своему. Я всегда вспоминаю всех этих его друзей, всех коллег, всех близких. В первую очередь, конечно, музыкантов, всех тех, кто был рядом с папой. И сегодня мне приятно, что мы сегодня увидели в хронике Гайзу Ахметовну, увидели Туркестан Максутовича, которые были близкими друзьями моего отца. И они очень хорошо, конечно, знали об этой жизни. И 2 слова буквально о хронике. Хроника, она была как раз записана на слабую, конечно, камеру. Это была ВХС еще в то время, после того, как папа получил реабилитацию. И 20 мая в консерватории мы провели этот вечер, пригласили Гайзу Ахметовну, она тоже сказала несколько слов. И проводил Туркестан Максутович, был хороший концерт. Мне приятно, что я смогла эту хронику сегодня вам показать, что сегодня мы были вместе, и что всем-всем огромное спасибо, начиная с тех людей, с которыми мы вешали наши стенды, с Жанар, Нурлан, весь коллектив школы, огромное спасибо. Конечно же, огромное спасибо директору Бактияру Толибергеновичу, с которым мы сразу нашли общий язык, как только начали говорить о наших делах, и нас во всем поддержали, мы смогли все вместе это осуществить. Наша реализация, идеи директора и, конечно же, весь коллектив, всех педагогов, всех концертмейстеров, всех, кто здесь у нас находится, всех я благодарю, родителей, конечно, участников. В то же время у нас сейчас еще последняя, так сказать, наша работа, которую мы должны сделать. Это мой партнер Арт, значит, я извиняюсь, да, Art Forum of Kazakhstan. Это партнер сейчас, с которым мы делали очень многие вещи совместно в отношении этого мероприятия. И последний момент остался, это награждение наших, так сказать, участников, которых мы поздравляем сегодня. Хотим, чтобы маленькая толика и память осталась об этом вечере. Пожалуйста, Гемарат Ерназар, пожалуйста, называем наших сегодняшних участников, которых мы хотели бы поблагодарить. Құрметті Күләш Байситова атындағы дарынды балаларға арналған республикалық мамандырылған музыкалық орта мектеп интернаты басшылығына, Айткеш Толганбаевтың 100 жылдық мерейтойына арналған шығармашылық кештің өтуіне атсалысқандарыңыз үшін алғыс білдіреміз. Мектептің шығармашылық өмір жылдан жылға кеңеюін тілейміз.
Құрметпен Үрлеу Айткеш Толғанбаев Республикалық қорының президенті Сәулет Толғанбаева, Артформов Қазақстан халықаралық шығармашылық ұйымының көркемдік жетекшісі Ерназар Имарат. Дәл осындай алғыс хатпен Ахметова Құралай Арлоповна марапатталады. Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының аспаптық орындаушылық факультетінің деканы Бекенова Айжан Слямовна. Бельгибаева Занифа Булатовна. Концертмейстер Брынова Наталья Витальевна. Концертмейстер Азизханова Алла Александровна. Профессор Абатова Алма Абдракашевна. Концертмейстер Ақын Асқар Бақытжанұлы. Ишкаева Жамиля Хамидовна. Халықаралық байқаулардың лауреаты Сапарбаев Еркебулан Исраилевич. Концертмейстер Наумова Александра Герасимовна. Кармысов Руслан Арсланұлы. Концертмейстер Альбина Владимировна Ким. Концертмейстер Адина Қонырбаева. Ұстаз Сванқұлова Замзагүл Құдайбергенқызы. Доцент Унгарова Шолпан Шакировна. Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі Шалкова Елена Йосифовна. Концертмейстер Сейтбаталова Венера Сейфовна. Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі Бардашов Виктор Владимирович. А также отдельная благодарность доценту, почетному работнику образования Республики Казахстан Сагимбаеву Нурлану Ильжановичу. Благодарим всех за внимание, не говорим до свидания, говорим до новых встреч. Всего доброго, удачи, всем счастья, успехов, процветания. Всего самого-самого хорошего. Успехов в вашем титаническом труде.